В актовом зале школы сегодня необычный урок, без преувеличения урок выживания. Специалисты Республиканской ветеринарной службы в доступной форме объясняют школьникам, милые на вид уличные кошка или собака могут нести смертельную угрозу. Окружающие крупные города животные, не имеющие хозяев, часто заболевают бешенством. Вирус, поражающий нервную систему, приводит к летальному исходу в 100% случаях, если не успеть сделать антирабическую вакцину в первые часы после укуса животного. И главная опасность в том, что дети часто не до конца осведомлены о последствиях. С неизвестным животным, если вы должны всегда быть осторожны, не допускать прямого контакта близкого с этим животным, не гладить, не брать на руки неизвестные животные, потому что на каждом животном, на теле каждого животного большое количество микроорганизмов, большое количество грибковых и заболеваний, и возбудителей грибковых болезней. И еще больше всего на теле животного различных паразитов. Врачи не запугивают, а учат простым правилам безопасности. Главный посыл – сочувствие – это хорошо, но трогать и гладить незнакомых животных категорически нельзя. Нельзя подходить к собакам, кошкам и еще разным животным. Они могут укусить, поранить. Усвоенный урок – это не просто теория. Для многих ребят информация – важное напоминание и закрепление того, что они слышали от родителей. Я еще до лекции знал, что опасно трогать диких животных. У моей мамы в детстве была кошка. Когда они были на улице с ее младшим братом, она заразилась от крысы и была бешеной. Эта лекция – часть масштабной республиканской кампании. Сотрудники ветеринарной службы проводят такие профилактические встречи во всех школах Ингушетии. Причина – тревожная динамика. По данным специалистов, численность безнадзорных животных в городах и селах региона продолжает расти. И именно дети, движимые любопытством и жалостью, составляют самую уязвимую группу риска. Актуальность данной темы и данной проблемы сегодня продиктована большим количеством обращений людей в травматологические пункты, больницы, медицинские учреждения за оказанием медицинской помощи. Это животные, которые нападают на человека и на детей и школьного и дошкольного возраста. Они являются потенциально опасными, то есть могут быть носителями вирусной природы и бешенства. Вот, чтобы этого не допустить, чтобы иметь картину, мы буквально за этот месяц буквально где-то более 70 школах провели вот эту информационную беседу. Профилактика – самое действенное оружие против бешенства. И такие уроки, где врачи говорят с детьми на одном языке, возможно, уберегут не одну жизнь. Главное правило, которое сегодня усвоили ученики в гимназии Марьям – любовь к животным должна быть безопасной и разумной. Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.